6 часов 20 минут. Понедельник, 12 апреля. С днем космонавтики. 61-й. Это получается 2001, 40, 50. 60 лет назад этот день человек впервые полетел в космос. Юрий Алексеевич Гагарин прославил Россию, ну тогда еще Союз Советских Социалистических Республик, на весь мир. Мы были первыми. А вы что сделали на сегодняшний день? Такая страна была, черти развалили. Так, ну мы что сделали? Мы сегодня первым делаем это хорошенько выспались. Проснулся первый раз где-то часа, не часа два, я часы посмотрел, где-то до 3 часов, в общем, где-то без 5:03 примерно было. Потому что у нас будильник стоял на 3. Я дома стоял и забыл выключить. Я не знал, что он включенный вообще, но проснулся за 2-3 минуты из-за щелчка. Сработала мышеловка. Но опять же, когда сработала мышеловка, я уже не спал. Возможно, я проснулся от то, что мышка начала грызть хлеб или что, или просто сам проснулся. Вчера-то я лег рано, я не знаю, часов, наверное, 8-9, и не посмотрел. Но я уже лег спать. 9, наверное, вечера, да, потому что я позвонил домой в 9, где-то в 10 часу. И вот, в принципе, 3 часа я проснулся, схлопнула мышеловка, смотрю, она наполовину зажатая, живая еще там, шарохается, шевелится. Думаю, ладно, не буду тебя, сама подохнешь. Не буду брать ничего. Комфортно. Была плюсовая температура на улице, я посмотрел, +3 что ли. Печка была потухшая, но была комфортная температура. Тем не менее, я опять протопил печку. Буквально 2-3 сушинки небольшие для растопки и березу по бокам. Думаю, чтобы теплее было. И решил еще поваляться. Повалялся, в общем. И вот теперь уже точно я просыпаюсь. Полностью выспавшийся. И вот, как мы видим, 6:20. Это около 9 часов я, получается, поспал. Ну, с перерывчиком. Нормальный, крепкий, здоровый сон. Я за 2 суток выспался по полной. Голова свежая. Это... Я не гонюсь, как говорится, ни за рыбой, ни за чем. Вот я на природе, да, некоторые вот, на рассвет солнца, там, на утренний клев. Да нафига мне это надо? Я приехал сюда не за рыбой, не за мясом, ни за чем. Я приехал сюда отдыхать душой и телом. Все остальное это попутно. Но в то же время я не сплю сутками, не бухаю. Здесь вот как некоторые выезжают на природу там и начинают там с избы не выходит по 3-4 дня. Не, ну сейчас я встану, сделаю зарядочку, приготовлю завтрак. И как мы с вами договаривались, поеду на озеро, посмотрю, как там дела
с обстановкой, с ледовой обстановкой. Если что-то будет клевать, и если там есть лед, я, конечно же, еще оставлю там все жерлицы и порыбачу. Мне как бы все хотелось поймать ту трофейную щуку, которая оторвала у меня поводок. Не выдержал вертлюг на поводке. Я знаю, что там есть трофейные щуки, и как бы интересно было побороться. Погуляю, возможно, с балансирчиком. Вот. Может быть, сгоняю до дальнего озера, посмотрим, как там болото держит, не держит. Заодно испытаем урагана, пока есть снег. Ну, а затем обед, и после обеда будем проверять ледовую обстановку уже на реке Печора, там, где стоят наши продольнички. Там, возможно, уже придется переезжать вот эту мелкую речушку, что промыло, уже придется на лодке. Ну, не знаю, как там будет. Но буксировщик я туда навряд ли уже, наверное, повезу. Ну, посмотрим. Проверю пешней. С бродняем проверю. Если держит, не буду ничего загадывать. В общем, приеду, проверю, все там сделаю. Так, ну а пока небольшая зарядочка. Завтрак. Здорово, друзья, здорово. Просыпаться тогда, когда ты высыпаешься, а не тогда, когда тебя кто-то будет, куда-то надо, зачем-то надо. И здесь ничего не надо. Здесь весь мир принадлежит тебе. И в этом есть счастье. Я просто наслаждаюсь жизнью, наслаждаюсь природой. Я полностью на 100% ощущаю, что я часть этой природы. И мы как бы воедино живем, ну, в этом мире. Ну, это необъяснимо, друзья. Это надо так жить. Я так думаю, не очень много человек живут именно так. Даже в компании, даже вдвоем это уже не то. А когда ты один, и вот это весь мир, в этой тишине, эти звуки природы принадлежат только тебе, и ты сам ощущаешь, что ты, ну, вот это вот великий кайф, это здорово, это просто супер. Опа! Сегодня у нас, давайте вот так вот, в обратную сторону подтягиваемся, вот так вот, раз, два, три, четыре, пять. Так тяжелее, не, руки режет. Проволока руки режет. Это не просто тело поднимать, а когда, ну, подтягивание, только наоборот. Сложнее намного, да. И руки режет. Руки я вчера помазал 2 раза кремом для рук, потому что полностью они все от воды, от земли этих червей потрескались. Пошли заусеницы, и куда-то что-то задеваешь, это адская боль, сразу лопается, лишь бы не воспалились. А то когда между ногтей идет загноение, это вообще труба. А в перчатках вот не могу работать, и все это. Ну, ни червей насадить, ничего. Вот не привык. Есть перчатки, да, специально заказывал на Алиэкспрессе. Ладно, что, встаем? Встаем. Встаем. Нас утро встречает с прохладой. О, везде теплынь, выше нормы. И у нас весна очень ранняя, но это очень обманчиво. Еще ударят холода, вот увидите, еще выпадет очень много снега, и будет холодно неделю как минимум, это точно. Ну, про что я вам говорил? Если бы я им сказал, они так бы и забыли, наверное. Это они
Посмотрели канал Коми Рыбак? Шутка. Шучу, шучу, об этом знают все. Так, что-то у нас он неровно стоит. Что-то он у нас неровно стоит. Надо вот так как бы. Ну, более-менее. Так. Сегодня у нас будет глазунья. Вот так вот. Соль, соль, соль. Где же наша соль? Посолить. Реклама это достанет, блин. Радио России сплошная реклама. Рекламу на моем канале также, наверное, быстренько-быстренько выключают, а то и вместе с роликами. Но реклама это неотъемлемая часть, потому что за просмотр рекламы капает небольшая, но денежка капает. И это как раз на бензин для поездок. Ну, в общем, каждая поездка это, конечно, очень затратные вещи. Тем более, когда вот так вот надалеко, надолго, далеко. И, конечно же, не лишнее. Многие друзья мои на канале пишут: просмотрела вместе с рекламой, допустим, друзья пишут, или там полный просмотр, рекламу смотрел тоже. За это, друзья, вам огромное спасибо. Те, которые пропускают рекламу, за это деньги не капают. А вот за просмотр рекламы, если, допустим, вы на моем канале просмотрели рекламу, да, копеечка капает. И когда чем больше люди смотрят рекламу, тем, естественно, больше доход. Пока у меня просмотров мало, так что это действительно копейки. Но когда рано или поздно у меня все-таки просмотры вырастут, то и доход, естественно, будет поболее. Вот. Так что всем спасибо за поддержку, кто поддерживает меня, смотрит канал. Каждый просмотренный ролик, каждый комментарий. Очень рад читать ваши комментарии, очень рад общаться. Но сейчас, к сожалению, не получается, нет интернета. Я бы с удовольствием, вот вчера с удовольствием с вами пообщался. Вчера вот, допустим, вышел ролик, потому что когда я увез Ивана Григорьевича, я успел один ролик смонтировать и даже залить в интернет на канале. И вот вчера 5 вечера вы его увидели, вероятно, вы пишете на него комментарии, а не то чтобы ответить, я даже прочитать их не могу. Потеплело и вообще нет ни капли интернета. Вот там, где весной будет палатка, там немножко интернета есть, там даже, возможно, попробую даже заливать оттуда ролики, если получится, конечно. Но нет, так хотя бы на телефоне, на комментарии я всегда отвечу. Вот, тем временем у нас яичница подоспела. Так,
Оставим ее сегодня так. Ничего с ней не будем делать. Так, где же мои перчаточки? Ладно. Яблоки на снегу. Розовые на белом. Что же нам с ними делать? С яблоками на снегу. Вспомнилась эта песня. Прикольная очень песня, друзья. Знаете почему? Потому что 20 апреля 2001 года, кстати, в этом году будет юбилей, 20 лет, как мы соединили с Валентиной Васильевной наши отношения штампом в паспорте. 20 лет мы законные уже, в законном браке, хотя на самом деле это, конечно, года на 3 поболее будет. Вот. И когда мы в сельском совете, мы тогда даже впервые в нашей деревне как бы сделали типа свадебный кортеж. Это тесть, царство небесное, на 41-м москвиче, Серега, у сеструхи муж, зять Серега, и вроде 3-я машина была, что-то я не помню. Ну, 2 машины было точно. Подъехали к сельсовету. Грязюка была. Асфальта был уже, а то, что до асфальта, это сплошная грязь. Мы вот, супруга в белом платье, я в костюмчике и в таких сапогах. К асфальту подходим, к машине садимся, переодеваемся, там туфли туда-сюда. Съездили в сельсовет, расписались, до 3-го ручья съездили, пофоткались на природе. Снег, кстати, тоже было тогда резкое потепление, но это было 20 апреля, а не 12-го, и как сейчас, вот это, на 2 недели позже тогда. Тоже за 3 дня, за 4, пока гуляли свадьбу, у нас снег просто растаял 1,5 метра, наверное, просто на глазах растаяло, пока гуляли свадьбу. Но дело не в том, дело песня Муромова «Яблоки на снегу». Так вот, когда обменялись кольцами, поздравили, ничего себе, поздравили молодых с бракосочетанием, нам включили музыку, чтобы мы станцевали, как говорится, первый танец, да. Ну, я думал, там будет музыка, там вальс какой-то или еще что-то. И нам включили вот песню Муромова, как раз «Яблоки на снегу». И мы такие: яблоки на снегу, розовые на белом, что же нам с ними сделать, яблоками на снегу? Яблоки на снегу, яблоки на снегу. Это потому что была в сельсовете заезженная кассета МК-60 какой-то там, лет 20. И получается, люди в течение, наверное, 20 лет уже расписывались под одну и ту же кассету. Это там было 2 мелодии, получается, марш Мендельсона и там молодые, поздравляем, да. Вот, и яблоки на снегу. Они сначала включали одну песню, ля-ля-ля тополя, на паузу, и когда первый танец, включали песню Муромова «Яблоки на снегу». Так что скоро, очень скоро, через 8 дней, точно, хочешь не хочешь, надо будет выехать. Через 8 дней я выеду, отметим с супругой нашу свадьбу, 20 лет совместной жизни. Я не помню уж, какая это свадьба. Ну и бог с ним. Где-то у меня ВКонтакте записано, прямо на странице я где-то нашел. Все свадьбы, начиная от 1 года, кончая 100 лет. Ну, не знаю, получится ли у нас прожить 100 лет, но 50 попробуем. Так, это супец вчерашний надо доесть.
Это яйца. Яйца. Так, ну что, приступаем к завтраку. Это вчерашняя свекла. Салатик со свеклы. Тоже здесь. В общем, завтрак у нас будет. Завтрак у нас будет вполне таким калорийный. Так, ладно, это потом. Потому что я уже не раз говорил, с утра надо кушать очень и очень плотненько, потому что не знаешь, как обернется день. Тем более, ладно, было бы какое-то постоянство там, лето, зима или еще что-нибудь, дороги постоянные. А когда так вот такие катаклизмы проходят, то с собой-то, конечно, возьму и консервы, и сало, и хлебушек, потому что термос с чаем обязательно, потому что все может быть, абсолютно все. Не дай бог, конечно, но может сломаться техника, а пешком по такой погоде, когда снизу у тебя болото растаявшее, а сверху снег, скажем, где-то по колено, а где-то, ну нет, выше-то навряд ли уже, все-таки он зашел. Но болото, если, скажем, ходуном ходит, на буксе-то ты проедешь, а пешком уже ты не пройдешь. А по плану выехать очень и очень далеко, это придется не то что идти, а там, не знаю, ползти. Лыжи-то я возьму, конечно, которая сломана, одна лыжа. На лыжах попробовать или как-то, но не дай, конечно, бог, чтобы она сломалась, потому что если сломается, это будет полный капец. Готовиться надо ко всему, и так что завтрак просто должен быть. Ой, забыл совершенно, я же сегодня хотел яичницу с салом пожарить. Ладно, сало так поедим. Занес сало, уже нарезанное, я думал, порежу сало, заболтался. И забыл совершенно. Ладно, сала много не бывает. Мазнем майонезиком. И приятного аппетита. Это у нас масло растительное в плитку. Рыбацкий сегодня пока подождет, все будет вечером. С утра пить нечего. Первым делом. Вот вечером с удовольствием, когда уже ложишься спать. А с утра зачем? С утра и так хорошо. Ветер так и не утихает. Просто сильный ветер при плюсовой температуре. Плюс 5,4 вот сейчас. Он просто съедает снег на глазах. А земля промерзшая. И вот получаются везде лужи. Даже на лугах. В каждой впадине лужа. Где-то по колено, а где-то и выше. Что творится на болотах, я понятия не имею. Прошло 2 дня. Даже получается больше 2 суток. Это мы 2 дня назад. Вчера я заехал, позавчера выехал. А, да, 2 дня прошло. Нет, выехал я на день раньше. День я провел дома. Даже почти 3 уже получается, 2,5 дня. А все изменилось до неузнаваемости. Может быть, даже не получится выйти на озеро, выехать. Выйти-то все равно выйду на лыжах. Соберусь с Настей. В общем, не будем загадывать. Завтракаем и выезжаем.
А что нас ожидает в течение дня, мы это увидим скоро. Итак, друзья, все собрано. Взяли самое необходимое. Это бензопила, топор, ледобур, лыжи, запас, суточный запас продуктов, ведро для рыбы и ключи запчасти для урагана. Хочу показать, какой силы ветер. Солнышко вроде, туч нет. Но судя по тому, как раскачиваются деревья, ветер есть. Но он не такой сильный, как вчера, но он ветер, снег разъедает прямо на глазах. Вот прошу запомнить, сколько снега у нас на второй день заезда и сколько его будет, ну, уже практически к вечеру. Вон там туалет наш. Снег съедает прямо на глазах. Ну а мы собираемся, выезжаем на озеро. И что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Озеро пока стоит. Вот, допустим, уже на выходе оно полностью почернело. Потом можно будет попробовать тоже на этом озере. На лугах уже виднеются проталины. Пару дней при такой погоде и снега здесь уже не будет. Поехали. Так, друзья, мало приключений. В общем, решил попробовать новую дорогу. Там по лесу уже бурелом растаял, очень сложно переезжать бревна. В общем, до озера попробую проехать по профилю до болота, по болоту объехать озеро и заехать в середину озера на озеро. Сейчас посмотрим по целяку, как пойдет. Вот сразу первые препятствия. Бревно, которое нужно распилить. Что мы сейчас и сделаем. Ох, сейчас накидает сюда. Накидает. Надо было другое корыто взять. Надо было взять другое корыто. Так, это уберем. Толкач. Надеюсь, там меньше будет влаги, хотя тоже есть. Ну а здесь что, пусть кидает тогда. Потом вытряхнем. Накидает нехило сейчас. Уже, о, творог еще тут у меня. Тоже в толкач.
И ключик. Не живется нам спокойно. Ищем приключения себе на голову. И мы их находим. Как-то вот так. Сейчас это уберу и путь готов. Далеко пока убирать не будем. Может быть, еще что-то где-то пильнуть надо будет. Как-то вот так. Ну, теперь можно ехать дальше. Пробуем. Едем. Еще одно бревно. Еще одно бревно, и где-то нам бы его желательно объехать, оно слишком здоровое. Ладно, попробуем. Так, попробуем, если не сможет, пильну потом. Уперлась. Нет, зачем мучать? Лучше пильнуть сразу. Ладно, друзья, пока выключаемся. Сейчас отпилю это бревно. Оно упадет. И поедем дальше.
Кто-то, видят, тут пильнул уже, чтобы не мешало. А это пропустили. Ладно, сейчас исправим. Ну все, бревнышко спилило. Оно ушло вниз. И я так думаю, пока проблема на этом закончена. Пока на этом участке. Ну а что будет дальше, мы это увидим. Полный путь снимать не вижу смысла. Суть вы поняли. Ураган едет, а где не может, мы ему помогаем. Дорога предстоит дальняя. Как доедем до озера, сделаю включение. Ну вот мы с Божьей помощью наконец-то добрались до нашего озера. И как мы видим, оно еще стоит. Флажки не горят. Это печально. В общем, оставляю урагана в тенечке здесь. На лед пока выезжать не буду. И пройдемся по флажкам. Возьму блеснилку. Возьму одну удочку. Пройдусь по лункам, проверю что да как. И если ничего интересного, будем сматывать удочки. Поехали. Так. Первыми отпускаю блесну. Сначала проверим. Опа, уже есть. Уже есть, друзья. Вот он. Красавчик. Первый же. Ну я просто счастлив. Так, куда бы тебя отправить так, чтобы ты далеко не убежал. Вон такой красавец окунь. На блесну. Первый же заброс буквально. Я еще приготовил удочку. А я отпускаю, главное, типа остановилось что-то. До дна еще не дошел. Уже остановилось. И он сразу взял. Так, немного повыше. Я даже глубины толком найти не успел. Вон. И сразу удар, и сразу хороший окунь. Это радует. Но правда 2 года... Оп, еще удар. 2 года назад была такая фигня. Где-то же в этом месте сразу только приехали. Я, Григорьевич, Игорь, Виталик, брат. Опа. Только приехали. Этот уже поменьше. Но первый вон кабанчик. Только приехали, сразу же поймал 2 крупных окуня. И потом была тишина. Но сейчас первая же лунка и сразу 2 поклевки. На блесну без всяких мормышек. Оп, опа, есть. Хороший вес был. Я вам говорил, друзья, здесь на этом озере есть крупный окунь. Ловили экземпляры до килограмма и выше. Но надо, главное, дождаться клёва. Походу мы его дождались. Надеюсь. Надеюсь, мы его дождались. Или это было просто 2 первые поклевки, как обычно, и потом будет тишина. Не знаю, не знаю. Хотелось бы. Вот был сход. И все. Сейчас он всем расскажет. Так, а если поменять лунку? И здесь у нас достаточно. Лед замерз где-то сантиметра 2, наверное, 3. Вроде ночью минуса не было, или это вчерашний лед. Так, ну-ка здесь что у нас? Не, начало было просто шикарное.
Так, обнадежила. Оп, есть. Сход. Опять сход. Значит, не очень-то и жадно берут. Ну ничего, это еще только первые две лунки, а их у нас здесь даже пробуренных километр. Ну, если он есть и стесняется брать на блесну, то на мормушку должен брать. Ну-ка, опять сюда. Тишина. И ветрище. Ладно, друзья, в общем, будем пробовать. Если пойдет хороший клев, обязательно вам покажем. А пока будем пробовать, будем искать. Там вижу перевернутую жерлицу. Вся перевернулась. Сейчас сходим туда, глянем. Так, возьмем на всякий случай живчика. Возьмем удочку, там тоже попробуем. Чтоб 100 раз не ходить потом. Его, конечно, могло перевернуть и ветром. Вон она. Ну, просто так. Вот. Кое-какие жерлицы уже вмерзли в лед. Сегодня ночью не было. Вчера заморозок-то был хороший. А сегодня так. Так. Ну, что мы имеем? Что мы имеем в виду? Что мы им так? Ага, вон леска. О, жерлица вообще в стороне получается. Улетела на метр опять. Как та же история, как на последней щуке 2 дня назад. Так, ну что у нас тут? Ага. Опа, опа, мама. 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 Как приключение Шурика-то. Вицебиль мужика. Мама. Так. Опа. А там, друзья, кто-то есть. Там, друзья, есть потяжки. Сейчас камеру настроим, чтобы лучше было видно. Ага, опа, опа, хороший вес. Так, все. Вот она. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот она, вот она, вот она. Щуренция. Ну, опять полторашечка. То спасибо. Это танец. Тан-тан-та-тан. Нет. Для тебя это шустрый. Ну-ка. Мормышки нет у тебя случайно? Все, 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 успокойся. Успокойся, успокойся. Ну, потанцуй, потанцуй. Молодец, молодец, молодец. Какие они все-таки красивые на этом озере щуки. Это что-то с чем-то. Ну все, натанцевалась. Так. Скажите а. Ой-ой-ой, провалился. Скажите а. Заглотили до кишков. Блин, есть зевник, есть пассатижи. А я все по старинке. Потому что это все до желудка. Взял окуня.
так вот вытаскиваем через жабры. Переворачиваем двойник и вытаскиваем. Вытаскиваем двойник и вытаскиваем. И никакого волшебства. Так что не зря мы с собой взяли живца. Он сейчас нам пригодится. И таким же макаром насаживаем через жабры. Вот из-за этого я и люблю двойники. С тройником такое не пройдет. Если с тройником щука заглотила, то вытащить. Да и она, тройник, обычно укалывается и выплевывает, если не успел подсечь, скажем. А двойник, она идет, получается, двойник он вдоль, ну, по ходу. Она с головы прокладывает, она цапает его, потом берет с головы и заглатывает. Это уже все, она заглотила с головы, и все. Этот двойник уже впился в желудок, и сходов никаких, практически все сходы невозможно, если только выдержит поводок. Ну, как он у меня на той вот этот вертлюжок вырвало. Где-то она плавает, эта щуренция. Вторая лунка рядом. Видать, промахнулись, хотели пробуриться по старой лунке. Ну вот, не зря. А у Ромки где-то мормышку здесь оборвала. Может быть, и она. Надо будет сделать скрытие. Здесь уже 2 щуки попало. Это на полностью. Странно, как она улетела, видать, дернула. Так. Раз, два, три. Так, и лунка у нас здоровая. Опять что-нибудь придется химичить. Как-то вот так вот, скажем. Ветер оттуда. Вот так вот. Сейчас под солнышком оно подтает и будет шикарно. Ну все. Вот и щука в нашем арсенале есть. И неплохая щучка. Такая полторашечка где-то. Сейчас мы в снежочек сюда закинем, чтобы под солнцем не лежала. А сами пойдем дальше пробовать ловить окуня. И как наловлю живцов, обязательно пройдусь по жерлицам и поменяю живчиков, потому что там по-любому дохлые уже. А лед еще позволяет, лед еще есть, так что мы еще порыбачим на этом озере. Все-таки очень хочу попасть на супер клев. Это весенний клев, когда окунь берет жадно, хватает щука. Ну дай бог, чтобы так получилось. Ну а нет, так уже неплохо. Сколько мы уже? Штук десяток щук на этом озере взяли. Это отличный результат. Поехали дальше.